Наши отцы, папы, от одного этого слова сердце наполняется любовью и спокойствием. От них, и очень бы хотелось сказать от нас, веет какой-то надежностью, добротой. Даже если внешне папа выглядит строго, как Ержан Куспанов. Военная выправка сразу чувствуется, как и спортивная подготовка. У такого папы даже девочки умеют подтягиваться. Вот моя парадная форма. Вот я товарищ капитан. Ержан отец многодетный, в его семье 4 девочки и 1 мальчик. Я строгий, папа, да? Ну как, наверное, не знаю, как все, и строгий. Все зависит от ситуации. Самое главное, чтобы маму слушали. Папа не всегда дома. Учитель начальных классов по образованию, военный по призванию, Ержан сейчас служит в Росгвардии. Семейной жизни такая работа не мешает. Мы с папой играли в куклы. Если он злой, и чтобы его одобрить, надо ему что-нибудь помочь сделать. Папа учил меня грибы отличать. Мне нравится, когда папа с нами, например, соревнования тоже какие-то устраивает. Папа, ужин готов! В Казань Куспановы переехали 10 лет назад из Саратова. Воспитывали 2 дочерей, но 3 года назад стало сразу 5 детей. Так получилось так, что у нас кровных 2 девочки. Потом мы решили за мальчиком съездить в детский дом. Мы приехали с Русланом, а выяснилось, что у него еще 2 сестренки. Мы ехали домой, молчали, думали, что делать. И вот так вот повернулись друг к другу с женой, решили, забираем. День отца на самом деле праздник с традициями, и традиции эти в разных странах разные. К примеру, в Италии он считается главным праздником итальянских мужчин, а в Японии этот день посвящают мальчикам. Жители страны восходящего солнца считают, что мужественность надо прививать с раннего детства. В Австралии День отца – повод выбраться на природу. Считается, что пикники укрепляют семейные узы и приносят счастье. В России День отца тоже был, но неофициально. Его отмечали в отдельных регионах, а так, чтобы на федеральном уровне. Не так давно ВЦИОМ провел соответствующее исследование. Так вот, выяснилось, что более половины, а точнее 55% россиян посчитали, что День отца следует сделать официальным праздником. Четверть поддержавших инициативу сказали, что этот праздник должен быть, поскольку есть День матери. 19%, что мужских праздников мало. 16%, что в этом вопросе должно быть равноправие. 12% сообщили о важности вклада отца в воспитание. 8% вспомнили о многодетных отцах и отцах-одиночках. В Татарстане, наверное, больше всего этому празднику обрадовались в Союзе отцов. Председатель объединения пап Татарстана Адель Загреддинов говорит, что это было очень логичное решение президента Путина. Мы кольцо замкнули, а кольцо имеется в виду семейных праздников. Всегда у нас был День защиты ребенка, День мамы, День бабушек и дедушек. И вот, наконец-то, 8 лет мы уже боролись за этот праздник. И, наконец-то, Владимир Владимирович Путин 4 октября подписал указ. Рустам Минниханов в своем послании Государственному Совету также не обошел стороной это знаковое для многих жителей страны и республики событие. Президент Российской Федерации Владимир Путин учредил День отцов, что было очень позитивно воспринято людьми, особенно отцами. Но мы по инициативе Асхатовича двинулись дальше. Он говорит, это хорошо, президент точно обозначил, куда надо двигаться. Республики мы приняли решение учредить новую госнаграду. Медаль «Родительская доблесть» от Атана Фидакарлыгы. Давайте вот. Кому такую медаль в Татарстане можно смело вручать в числе первых, так это семье Никифоровых. Глава семьи Валерий Дмитриевич по профессии детский хирург сегодня точно принимает многочисленные поздравления. А когда в его большом доме в Лаишево собирается вся семья с внуками, детьми и снохами, можно действительно сбиться со счета. Давайте быстро сосчитаем. Человек 23, наверное. 23, по-моему, да? Большая семья? Весело. В тонусе постоянно. Я очень счастлива, что у меня такой муж замечательный. Я за ним как за каменной стеной. Лучше в мире не найти. Ты наш друг и наш учитель. Мамин ты телохранитель. С днем отца тебя, родной. Мы гордимся все тобой. Я в твои объятия, как всегда, бегу. И пусть Валерий Дмитриевич сегодня заслуженно купается в овациях, его поздравляет жена, дети, снохи, внуки. И все-таки объективности ради в такой большой семье многое лежит и на женских плечах. В России не зря День отца – это именно семейный праздник.
У Союза отцов есть очень хороший девиз: «Нет чужих детей, есть окружение моего ребенка». В случае с семьей Никифоровых это очень четко проявляется. Это мои старшие дети привозили друзей, одноклассников, и у меня всегда дома 8-12 детей было. А потом они все поступили вот в вузы, в институты. Одновременно как-то они все уехали. Понимаете, мы уже привыкли к этому. Больница, это, понимаете, это детская больница. Там же дети все время, дети, дома дети. То есть мы по-другому не умеем. Мы сразу заскучаем. Вот в лагерь отправим, останется 4. Папа говорит, ну, что-то скучно, говорит. А где остальные? Мы привыкли вот такими кастрюлями. Дорогие друзья, мы начинаем прямой эфир. Трудно ли быть отцом? Какова роль отца в современной семье? В партии «Единая Россия» решили, что в череде мероприятий, посвященных новому празднику, должен быть и такой круглый стол. Тем более, что поговорить есть о чем. О воспитании детей после развода, например. Есть такая категория, как папы после развода. Да? Те папы, которые, мы принято считать, что это такие воскресные папы. Нет. Мы хотим сказать, что мы полноценные родители воспитания своих детей. И гармоничное воспитание ребенка не может быть однобоким только там от мамы, да, или там только от папы. Или отдельная тема, почему в Татарстане по факту многодетная семья Пушкаревых, где воспитывается 4 детей, 3 из которых приемные, таковой официально не считается. За прошлый год около 10 многодетных семей уехали в другие регионы, потому что там удостоверения, там льготы, там социальные выплаты другие, то есть там выплаты вообще другие, да, то есть на эту категорию. Здравствуйте. О, какие люди. Здравствуйте, мы к вам. Да, спасибо. Поздравляем вас с Днем Отца. Папа, он и муж, и отец, и дедушка, и учитель. Причем в случае с Александром Рыжовым учитель он и для своих детей, и для многих-многих других людей. Заслуженный работник физической культуры Татарстана, заслуженный учитель, ударник коммунистического труда. Перечислять все звания, регалии можно долго, а еще и хороший человек и заботливый отец. Также принимает поздравления в этот день. Мне вот 63 года, я еще не пил и не курил еще, не начинал. Ни разу, да. Даже вот на свадьбу и на юбилей, вот. Но вы образцовый отец? Не знаю, обыкновенный. Вообще, на данный момент надо больше воспитания молодежи уделять, потому что если образованию много уделять, а все равно воспитание это надо. День матери, день отца. Мой отец самый-самый дорогой. Мой отец, просто будь всегда со мной. Милый мой папа, день и ночь, небо просишь за меня. Тимур Бекмурзин, Роман Безменов и Андрей Мохов. 7 дней. Папа мой родной.